Начну со шквала негодования в интернете относительно дороговизны. Ну, собственно говоря, чему удивляемся-то, если в городе производится только хлеб, а все остальное привозное. Но вот в российской глубинке разве не так? Там, где производство всего и все, стоит абсолютно та же картина. Так что это объективная реальность. Ну и на нее накладываются еще и субъективные вещи. Ну, я в частности про наши неверные расчеты. Вот не станете же вы спорить с тем, что мы в массе своей приезжаем в Сочи все-таки на отдых, а до этого не помните, чем мы с вами целый год бываем озабочены? Правильно? Как сэкономить на текущих расходах, чтобы в отпуске пожить как люди? И вот когда с этим стереотипом мы переезжаем на Сочи на ПМЖ, то неудивительно, что цены бьют наотмашь и с первого же дня, и по мозгам, и по кошелькам. Ну, нельзя в самом деле всю жизнь кататься как сыр в масле, если доходы позволяют шиковать 2-3 недели в году. Ну и так проблемы ПМЖ. Жилье. Ценник запредельный, это реальность, согласен. И как мне кажется, вот почему. Из десятка вариантов квартир, которые лично перебрал, только в одном продавец оказался в Сочи, да и то случайно. Так-то он живет в Сибири, но в Сочи у него ресторан, и он вынужден несколько раз в год приезжать, чтобы контролировать управляющего. Так что цены на самом деле на жилье диктуют не сочинцы, они в массе своей продолжают жить в советских хрущевках. И замечу, та же картина с гостиницами. Не могу, конечно, утверждать однозначно, но абсолютное большинство гостиниц принадлежит отнюдь не жителям Сочи. Их владельцы это москвичи, питерцы, жители менее крупных городов России. И ценники они устанавливают. И при этом ориентируются на ценники элитных курортов с многовековой историей сервиса и быта. Других-то они просто не знают, они же сами-то там отдыхают, лечатся. Ну а то, что уровень обслуги низенький, так это от того, что обслуга в массе своей те же сезонники и все из той же российской глубинки. Проблема ПМЖ номер 2 – питание. Если вы дома привыкли варить, парить, жарить, к примеру, суповые наборы, то в Сочи вам придется об этом забыть. Да, тут немало мясных магазинчиков с небольшими цехами по выпуску полуфабрикатов. Но вот только суповые наборы оттуда идут не на прилавок, а в соседний общепит. Почему? А откуда еще, спрашивается, курортному общепиту брать сырье для своих деликатесов? Не из телятины же в самом деле, как в меню написано. Так что придется вам раскошелиться и на мясную мякоть. И та же беда с молочкой. Вот сам переехал в Сочи из Иркутска, о молочных реках в кисломолочных берегах пришлось забыть сразу. Вот даже примитивную окрошку на сыворотке приготовить и та проблема. То есть со временем вы, скорее всего, узнаете, в каком месте на эту сыворотку напасть можно. Но в любом случае 1 литр сыворотки будет стоить вам не в 9 и не 10 рублей, как на берегах Байкала, а все 25. Вы готовы платить столько же за каждый день, а не 2-3 недели в году? Я оказался не готов.